Здравствуйте. 13 сентября состоятся выборы в Государственный совет Республики Коми. Сегодня на телеканале Юрган мы начинаем дебаты между представителями партий, которые зарегистрировали списки кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Коми. Выбирать вам, дорогие друзья. Итак, я с удовольствием представляю от партии ЛДПР Михаил Анатольевич Брагин. Добрый день. Добрый день. Далее «Справедливая Россия» Людмила Михайловна Бугрим. Здравствуйте. «Единая Россия» Валерий Владимирович Козлов. Добрый день. Добрый день. «Коммунисты России» Леонид Юрьевич Литвак. Здравствуйте. Партия «Родина» Евгений Анатольевич Вологин. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. И КПРФ Болеслав Владимирович Скротский. Добрый день. Вот тема сегодняшняя, конечно, адресована абсолютно каждому зрителю. Мы говорим о социальной политике, о социальных проблемах. Это, собственно, то, что начинается с наших детей, проходит через всю нашу жизнь. Мы всегда помним, что у нас социальное государство, а заканчивается, конечно, стариками. Вот об этом сегодня у вас есть возможность рассказать, поспорить, сказать, что вы хотите сделать. Вы идете во власть. Я напомню наш формат. У нас есть 30 минут. Это время примерно 4 с небольшой минуты. Поровну делим между вами. Ну, Михаил Анатольевич, начинайте, прошу. Да, конечно, 4 минуты, отведенные в это время по социальную политику, много чего не скажешь. Но если общими фразами отделаться, так скажем. Да, в этом году у нас 72 миллиарда, почти 72 миллиарда бюджет Республики Коми, расходная часть, из которых 46 миллиардов рублей – это социальная часть расходов. Это и образование, здравоохранение, культура, защита населения социальная и плюс трудоустройство человека. Так вот, вся проблема в том, что вроде бы большие деньги выделяются, но, к сожалению, может быть, для федерального центра к счастью, что такие майские указы появились, что действительно на местах начали выплачивать повышенную зарплату и врачам, и учителям, воспитателям детских садов, работникам культуры. Но все это повесили, к сожалению, на регионы. И у нас появился сейчас дефицит бюджета огромнейший. И те 25 миллиардов, которые заложены в майские указы, на самом деле, львиная доля это наших денег там находится. Мы бы на эти деньги продолжали бы строить школы, ФАПы, садики, но, к сожалению, мы этого делать не можем. Следующая проблема – это кадровая проблема. Скажите мне, в республике есть социальные стройки, которые встали? Конечно, или нет? Да, стоп. Конечно же, мы доведем все стройки, я как председатель комитета по социальной политике говорю, и эти вопросы на контроле находятся Государственного совета. Конечно, мы эти стройки доведем до конца доведем, но я говорю о новых стройках. Ведь у нас... что вы предлагаете строить? Хорошо, вот чтобы понять, отстройтесь у нас практически нет современных школ, нет современных садиков, нет досуговых центров культурных. Они только мы начали строить, потому что деньги появились. Раз нас и обломили. Обломили тем, что майские указы президента... Слушай, а последнее время я просто знаю, что сады-то как раз строили в республике Коми. Естественно, строят. Мы доведем это до конца, чтобы садики, те, которые начали стройки, они были завершены. Кстати, я говорю о новых. Нет динамики строительства новых садиков. Нас подкосило эти 25 миллиардов. К сожалению. Дальше кадровая проблема. Уточните, просто единственное, Михаил Анатольевич, хорошо, вы говорите больше садиков, больше школ. Откуда деньги? Откуда заберем? У кого? Слушайте, надо требовать у федерации, чтобы майские указы, это указ президента, он должен быть тогда в этом случае наполнен финансовыми ресурсами. У нас все предприятия серьезные, которые занимаются сырьевой базой Республики Коми, налоги платят Московскую область. То есть рецепт требуем у Москвы? Требуем. Это очевидная вещь, потому что у нас, к сожалению, пока денег на самом деле нет. Вы знаете, что в России почти 10 регионов на грани банкротства? Ну, так просто. И будет больше. В том числе те регионы, которые были, казалось бы, успешными. Роман, Татарстан, Калуга, да? Это те, которые требовали, получали, год, а потом бюджет заканчивался. И каждый год будут такие регионы прирастать. Потому что каждый год навал идет дополнительных на субъект дополнительных обязательств. Понял, просто вы-то толкаете на этот путь. Да. Все, да, услышали, идем к банкротству, но смело и с радостью. Давайте вот другое крыло тогда. Болеслав, прошу, вам слово. Тема действительно, хотел бы продолжить даже Михаила Анатольевича, потому что он говорит рецепт попросить из Москвы.
Не, а действительно требовать. Но на самом деле еще есть масса рычагов и возможностей. Конечно. Так как мы отработали 4 года, я считаю, очень успешно. Но откуда деньги? Вот расскажите об успехах. Успехи в том, что мы практически все социальные, в докладе Гайзера было, что все социальные обязательства мы практически за счет, правда, ассигнований, мы их выполнили. А сегодня стоит вопрос, как дальше развиваться. Я думаю, что второй рецепт – это эффективность использования бюджетных средств. Точно. Что у нас получается? Мы слушаем контрольно-счетную палату, и они нам говорят, что школу построили, там вблизи 200 километров ни одного ребенка, а школу поставили, вбухали на несколько миллионов рублей. И вот это, да, эффективность, эффективность расходования – это вторая часть. Третье, что мне нужно сказать, что еще есть неиспользование тех финансов, которые мы, республика, получили. Деньги получили, 2 миллиона получили. В конце года, в октябрь-ноябрь месяц, подводим итоги, смотрим. Не справились, не освоили. И приходится обратно отдавать в Россию. Это такое ощущение, что мы настолько дурашлепы, что не можем использовать то, что нам, в принципе, дали в руки. Так что вы там сидите, если вы дурашлепы? Так, Болеслав Владимирович, не мы, это министерство, которые отвечают за... Мы на контроле это постоянно держим. Так а вы на что? Что Шулепов сделал? Его засудили, что он бездельник. Шулепов не занимается вопросами социалки. Он вообще Когда будет коммунист. ЖКХ, вы с него спросите. Нет, ну я хочу сказать, что ЖКХ, это уж я вам по опыту скажу, это самая больная социалка. Это то, что больше всего волнует людей. Здесь, конечно, хочется понять. Я готовился к этой встрече с вами здесь, читал материалы. Люди не могли понять, честно сказать, как можно было в комитете по ЖКХ, которым руководит коммунист, встретиться за 2 года 5 раз. Я правильно все здесь излагаю? 5 действительно заседаний было, ответить? Роман, у нас социальная политика. Давайте. Нет, ну, подожди, это социалка. Тоже имеет отношение к социалке. Я вам скажу напрямую. Мне пишут люди, мешками письма приходят. ЖКХ 70% из этого. Ну, просто комментарий дайте какой-то. Суд признал, что Шулепов ничего не делал. Вот как руководитель комитета. Он дайте ответить. Я с Михаилом Анатольевичем плотно работал в социальном комитете, я за это отвечаю. Да. Ну, потому и результат. Да, к сожалению, в комитете по социальной политике вы теперь готовы взять на себя ответственность? Роман. Вопросы связаны с образованием, наукой, высшей школой. Вот которым вопрос Хорошо. Я просто против объединения в эфире ЛДПР, неожиданно с КПРФ. Давайте уже стал активно вклиниваться. Спросите, кто компетентный человек в области образования, скажем, коммунистов? Я оставлю вам этот вопрос, оставлю. Нет у них компетентных людей ни в какой области. Евгений Анатольевич, прошу вам слово. Компетентные люди или в партии Родина, например, я, ну и встречаются еще кое-кто во власти. Например, глава республики. Поэтому, по сути, в республике есть только 2 политические силы. Это мы, новая оппозиция, прежде всего партия Родина, ну и, собственно, власть. Единая Россия, глупо отрицать, что это не просто партия, это система управления. Вот, все остальные, вот здесь коммунистов, тут они плодятся как кролики уже, как в 17 году. Потом друг друга расстреливать будут, как в 18-м. Вы ревнуете, Справедливая Россия... Нет, я не ревную, я, так сказать, сочувствую избирателю. Справедливая Россия мандатами торгует. Вот Михаил Анатольевич был Евгений Анатольевич, от партийной борьбы к социальной политике. Чтобы, очевидно, с высоты своих миллионов, Михаил Анатольевич, рассуждать о нуждах бедняков. Я вас очень хорошо понимаю. Поэтому избиратели должны голосовать, ну, или за новую оппозицию, если вам не нравится власть, ну, или, так сказать, за власть, если она вам нравится. Евгений Анатольевич, вы много лет работаете в ВУЗе, кандидат наук. Вернемся к совершенно верно. Практически всю свою жизнь работаю в ВУЗе. Поэтому партия Родина, новая оппозиция, требует, чтобы власть просто-напросто, ну, я не знаю, так сказать, задумалась о своем выживании и, в общем-то, пришла к выводу о том, что ей нужна настоящая позиция. Не прикормленная, не прикупленная. Михаил Анатольевич, жена министр. Очень хорошо. Профессиональный человек. Но какое отношение он, миллиардер, имеет к оппозиции? Поэтому нужно голосовать за нас. Минуточку. Значит, наша партия предлагает, значит, за счет, совершенно верно, пересмотра направления финансовых потоков в сторону субъектов федерации радикально повысить пенсии, потому что наши пенсионеры на фоне роста цен, тарифов и так далее нищают. Повысить зарплаты бюджетникам, прежде всего врачам, учителям, ну и в масштабах федерации тем, кто нас защищает, правоохранителям. Значит, и необходимо повысить стипендию студентов, потому что я просто знаю, что многие способные люди из сел, деревень, ну просто-напросто не могут даже доехать даже до областного центра, до Сыктывкара, понимаете? Нужно, безусловно, наших Ломоносовых, так, значит, ну, в общем-то, каким-то образом поддерживать, не на словах, а на деле. Поэтому мы предлагаем повышение
пенсий, зарплат, социальных стипендий, прежде всего тем, от кого зависит наше государство. Я не сомневаюсь, что в этот момент зритель ликует, особенно зритель-пенсионера, говорит «Ура!». Но я не могу не повторить свой вопрос. Значит, мне скажут, почему я Михаила Анатольевича пытаю, а вас нет? Зритель будет ликовать Вы мне все то время, пока я буду в Госсовете. Все 5 лет зритель будет ликовать. Это понятно. Деньги где берем? Я еще раз повторяю. У Москвы. Совершенно верно. То есть не просто у Москвы, а значительную часть денег, которые отправляет наша республика, вот как вы говорите, в Москву, в Федерацию, значит, нужно оставить здесь. Совершенно верно, да. Оставить регионы, потому что глупо получается, что мы берем деньги для развития регионов, наши деньги, так сказать, из федерального центра. Зачем это нужно? Пусть деньги остаются здесь, но и потом навести порядок в сфере коррупции, в сфере, например, налогообложения тех же самых олигархов. Вот Михаил Анатольевич мало платит налогов. Посмотрите, как он выглядит. Социальная политика ни в какие рамки не лезет, он процветает. Ну, я имею в виду по внешнему виду. Поэтому нужно обратиться налоговикам, к его бизнесу, к бизнесу других местных олигархов, для того, чтобы они не уклонялись от налогов, а платили деньги здесь. За что люблю политику? За страсть. Вкладывали вот в республику. Совершенно верно. Да. А избиратели должны понять, что все будет хорошо, если они не будут голосовать за фейковые партии, лживой оппозиции, прикормленной властью, двурушники и так далее и тому подобное, значит, меньшевики, большевики, коммунисты и так далее. Нужно голосовать за нас. Спасибо. Евгений Анатольевич, все прекрасно. Есть один маленький нюанс. Для того, чтобы изменить систему распределения финансов, ну, если мы серьезно будем говорить, да, вам нужно сначала захватить Государственную Думу, а еще лучше и правительство Российской Федерации. Слушайте, ну вот и там вы тогда решите эти вопросы. Это терминология коммунистов, но эсеров еще, террористов в прошлом. Значит, мы ведем речь о выборах в Госсовет. Так вот, легальным путем вы можете мечтать сколько хотите. Мы в Петербурге тоже мечтаем о том, чтобы нам оставляли больше. Мы делаем и 13 числа посмотрим на результат. Договорились. Я прошу вас, Леонид Юрьевич, вступайте. Социальная политика. Все равно выйдем на деньги, но начнем хотя бы с детей и стариков. Какая разница? Можно между коммунистами и коммунистами? Можно? Я прошу слово Леониду Юрьевичу по нашей теме, все-таки социальная политика. А уж какая разница между вами, вы тоже попробуйте объяснить. Это вопрос законный, да. Я не буду снисходить до того, чтобы говорить что-то хорошее или плохое об одной партии или о другой партии. В каждой партии рядовые члены, в любой партии, это высокопорядочные люди. Так. Но судьба сложилась так, что кто-то в этой партии, кто-то в другой партии. Я не терплю только перебежчиков, так, которые сегодня наш дом, Россия, потом другой дом и так далее. Я только одну реплику, при всем уважении к вам. Так, Леонид Ильич, вы никогда не меняли партию? Я, когда ликвидировали КПСС, я был членом КПСС, так, я больше ни в какую партию не вступал. Так. То есть вы сейчас член КПСС? Я в душе, да. В душе, да. Значит, я не хочу перечить вам, представителю Родины. Родина — это тоже не оппозиционная партия. Ее возглавляет Рогозин, которого, кстати, я уважаю. Так. Он является заместителем председателя правительства России, отвечает за оборонный комплекс. Если бы он был бы оппозиционером... Я о республике говорю. Мы оппозиционная партия в республике. Причем единственная. Значит, он возглавляет партию. Ну, давайте... Да, Леонид Ильич, давайте от партии вернемся к социальной политике. Ну, действительно, люди хотят понять. Вы приходите в Госсовет, и что? Для меня самая большая трагедия в общественном плане. Это был 90-91 год, развал Советского Союза. Для меня образец... Так, руководителя республики Коми по тем временам Иван Павлович Морозов. Значит, социальная справедливость начинается не с того, где школа высокая или низкая, ФАП такой или сякой, а начинается с социальной справедливости. Так вот, когда Иван Павлович Морозов был первым секретарем обкома партии, а при нем все создалось все в республике Коми и по сей день рушится, разрушается и разрушиться не может, к счастью или к сожалению, он допускал, что лично он получал заработную плату с коэффициентом 3
от средней заработной платы по республике Коми. Была средняя заработная плата 200 рублей. Значит, он получал 600 рублей. А вы что будете делать в Госсовете? Евгений Анатольевич. Помогать выполнять то, что... Меня сложно сбить, так, и я могу тоже, так сказать... Сбить сложно, ответить. вы просто уходите в историю. Значит, Леонид Ильич, хотя бы два слова о том, что поменять. Первое. Да, давайте. На сегодняшний день такого разрыва, я не хочу говорить о России, так, там есть Госдума, на сегодняшний день в Республике Коми такого разрыва между заработной платой самых высокооплачиваемой и средней заработной платой, значит, не должно быть. Значит, если кто-то говорит, что средняя заработная плата по Республике Коми там 32 или 36 тысяч рублей, это полнейшая чушь. Потому что в эти 32 тысячи средних входит, кто получает в месяц по 2, 3, 4 миллиона рублей, и те, которые 8-10 тысяч рублей. Поэтому первая задача. Но я против того, чтобы все были бедными, упаси Боже. Так. Но первая задача, так, сделать все в рамках закона, чтобы хотя бы не было такого разрыва. Это раз. Бизнесу как прикажете? А сколько вы получали, насколько больше вы получали, чем ваши рабочие? Значит, я каждый год давал декларации. Так, насколько давал больше декларации, было, будем говорить, в 2,5-3 раза. В 2,5, чем вальщик, это самая ответственная тяжелая специальность. В 2,5-3 раза. И все года, так как я был депутатом многих уровней и созывов, значит, мы давали декларации. 15 секунд буквально остается. 15 секунд. Далее. Тогда не надо перебивать. Надо вернуться к справедливости распределения между бюджетных средств между районами и городами Республики Коми. Здесь не все благополучно. Значит, все равны, но есть равнее. Не буду оглашать регионы, всему свое время. Спасибо. Значит, уложились во время. Полностью. Речь пошла о справедливости. Слово партии «Справедливая Россия». Людмила тут Родина должна говорить, если о справедливости. Пожалуйста. Я немножко буду говорить в другом ключе. Здесь говорилось о том, что ожидаются средства федерального уровня, да? Но я хотела бы сказать о другом. В своей повседневной работе я сталкиваюсь с тем, что вот люди приходят к нам, обращаются с бедами и с проблемами, как раз-таки они добиваются социальной справедливости. Да, у нас неплохие законы, но мой вывод возникает такой, что не все законы исполняются из-за того, что определенный чиновник неправильно его трактует, неправильно его читает. И не обязательно привлекать огромные средства, можно эффективно работать и на уровне сегодняшнего бюджета и возможностей. Я поражен, вам денег хватает? Нет, я хочу привести пример. Вот сейчас обратились приемные семьи, которые под опеку берут на воспитание детей, они столкнулись с какой проблемой? 1 июля прошлого года, значит, закон им позволял открыть номинальные счета на расходование средств по содержанию данных детей, да? И на сегодня данный закон не работает. В чем проблема? Нужны дополнительные средства или еще что-то. То есть просто банк не разработал программу специальную, которая бы позволяла вот опекунским семьям приходить сегодня такой счет открывать. Они на сегодня пишут письмо в отдел опеку, заявление. Это техническая история. Да, и на основании вот это люди определенные неудобства испытывают. Нужны средства на это? Нет. Это просто нужно исполнять. Кому еще надо помочь в первую очередь, с вашей точки зрения? Приведу еще один пример. Существует закон право гражданина при, значит, поездке к месту отдыха обратно, то есть имеется в виду, если это едет инвалид, получивший увечья на производстве, то он может проезжать только в поезде плацкартном. Но инвалид, который получил с детства увечья, он имеет право проезжать в поезде купейном. Людмила, в чем разница? Вот мне приятно слышать, что вы владеете конкретными вопросами. Может быть, тогда вы скажете, что вам, как партии, удалось уже сделать? Вот что я иду впервые как представитель, я недавно включилась в состав этой команды, поэтому я еще не могу сказать, что на сегодня... Вы же не можете не знать, что команда делала. Знаю. Есть определенные и предложения были, есть определенные и задачи поставлены. Вот на сегодня проблема сбора средств на капремонт.
То есть население, вот у нас в Ижеве проходила недавно встреча с населением, людям непонятно, почему за 9 месяцев пришли платежи с опозданием, то есть определенная задолженность. Людям непонятен сам механизм реализации вот, работы данного фонда. Да, дело хорошее, дело правильное, есть указ президента, его нужно исполнять, но именно возникает вопрос, как он исполняется. И опять же, вот к работе вот подхожу чиновников. То есть, власть эту историю держит на контроле. Здесь, причем вот сейчас это жесткий контроль. Дети войны. Вы мне скажите, вы какую-то историю готовы взять, вот, чтобы вы сказали, справедливая Россия будет курировать вот эту проблему? Дети войны. И занимается уже. Потому что, понимаете, ваше счастье в том, что вы партия, которая не вчера появилась. Да. У вас история, не один год. Вы в Государственной Думе. Вот что здесь сделано? Следующий вопрос. Вот дети войны. Да, поднимала Кузьминых, депутат Госдумы, да, этот вопрос. И как бы много наработок есть. Но на сегодня вот эта часть населения, которая считает себя детьми войны, они ждут определенного решения, когда действительно они будут признаны такой категорией и будут получать определенные ежемесячные пособия и так далее. То есть вот эта работа тоже ведется в «Справедливой России». Вот. И что я хотела бы сказать, что я иду с целью в Госсовет именно вот, главный и основной. Я считаю, что эффективное местное самоуправление как раз залог благополучия, уровня качества жизни населения. Вот. Если какой-то конкретный чиновник не дорабатывает, вот здесь и недовольство, вот здесь и проблемы, и сомнения в справедливости конкретного человека. Спасибо. Вот. Местное самоуправление здорово, если бы у них еще деньги были. У них, как правило, денег-то почти нет. У нас это по-другому. Да, спасибо. Я сейчас еще, Болеслав Владимирович, может быть, я вам не задал этот вопрос, зритель упрекнет. У вас за плечами, вы уж точно партия с огромной историей. Но есть те вещи, которые удалось по нашей теме сегодняшней социальной политики сделать, добиться. Именно коммунистам. Ну, кроме того, что в Комитете по социальной политике мы поднимали все вопросы, которые стояли у нас на контроле, мы их отработали. Можно не все, можно вот какой-то конкретный. Если говорить конкретно, что вопросы по детям-сиротам, по жилью мы отработали и плотно сделали. И на сегодняшний момент, я думаю, что еще и перспективно рассмотреть вопросы о медицине и здравоохранении. Сегодня такой вот эпизод получился, что количество обращений по медицинскому обеспечению, оно просто пошло валом. Дело в том, что в первой части года у нас не проведены были котировки. И, соответственно, люди, практически имея законное право получать бесплатные лекарства, а это многие хронические больные, на сегодняшний момент вот эта проблема, я думаю, станет ключевой для начала следующего выборного сезона. И КПРФ отслеживает эту проблему. Я правильно понимаю? Нам приходится отслеживать, потому что приходит обращение. Ну, вы же имеете инструмент влияния, на самом деле, на чиновников. На сегодняшний момент мы делаем обращения, депутатские запросы. Выходили раньше на Арнаутова, сейчас выходим на нового министра. То есть сейчас в план работы комитета мы всегда включаем те вопросы. То есть они расскажите, вы куда ездили по этой проблематике? Я являюсь членом постоянным членом парламентской ассоциации Северо-Запада России по вопросам образования, науки и высшей школы. И, соответственно, вопросы ЕГЭ, вопросы корявого введения федеральных государственных образовательных стандартов практически ставил очень много раз вопросы об образовании. Где? Неготовности. Где в республике вы бываете? Где вы этим занимаетесь на местах? Если говорить по республике, то прежде всего мною прекращена преступная схема по отмыванию 52 миллионов рублей, когда включился также глава республики Гайзер, когда была поставка оборудования в школы, и когда преступно отмыли огромное количество денег. Люди, конечно, посажены. И сегодня в школах, во всех школах, и прокуратура проверила практически в 18 районах. Вы как-то переметнулись от медицины к делам прокуратуры и Следственного комитета. Это все социалка, это все проблемы конкретных жителей, и образование, и наука, и медицина. Я с вами согласен, хорошо. На места не ездите, не назвали ни одного места. По вопросам образования? По социальным проблемам. Практически встречи, нам приходится проводить встречи практически в каждом районе. И в Ухте мы проводим встречи, и с Коми Войтер работаем, и с общественными организациями. Мы практически все районы за сезон мы объезжаем по несколько раз. Хорошо, спасибо. Спасибо. Живу в Ухте, ни разу не слышал, что встречи были какие-то. Видите, как-то вас, господин Володин, в Ухте вас не заметил. Для 3 человек коммунистов Ухты, может, там встречи. Вот, чтобы нас не обвиняли, что, знаете, Единая Россия, те, кто сегодня тянут, и кто
что занимаются, да, что вот они в первых рядах. Нет, специально вот в конце. Валерий Владимирович, теперь, ну вы скажите, ну а вам что удалось? Вы знаете, внимательно выслушал своих коллег по этим дебатам. Ну, наверное, считаю, что все прозвучавшее – это высокая оценка работы, в первую очередь, нашей команды и команды главы республики. Как в Госсовете, так и на местах. Потому что все, о чем коллеги говорили, повышение заработной платы работникам социальной сферы сделано, есть программа, неукоснительно соблюдается, и мы гарантируем то, что, как бы трудно ни было, все эти вопросы будут дальше решаться. Прозвучал вопрос дальнейшего строительства социальных объектов. Абсолютно четкая, внятная программа по каждому населенному пункту, по каждой территории, по каждому городу. Если мы заявили, что не менее 1000 мест в детских садах в Сыктывкаре, то ежегодно мы эту проблему решаем. Если мы заявили проектирование школы на 1200 мест, то это будет школа на 1200 мест. И любой вопрос, который здесь прозвучал, ответственность чиновников. Кто, как не мы, занимаемся этим вопросом, имея реальные рычаги еще раз и скажите, контроля. Сейчас начался кризис. Не секрет. Что мы тут будем лукавить, непростая ситуация. Ни одна социальная стройка не встала? Ни одна социальная стройка не встала, ни одна социальная стройка, я считаю и вижу это в цифрах и в наших планах, не встанет. Более того, мы продолжаем проектировать и развивать социальное направление. Валерий Владимирович говорит, Михаил Анатольевич, позвольте меня... Я же обозначил, что социальные стройки не будут стоять, они будут завершены. Я и говорю, что Михаил Анатольевич дал высокую оценку нашей работе. И работе правительства республики. Комитет – это контрольная функция, это прозвучало не более чем 3 минуты назад. Михаил Анатольевич, пожалуйста, не перебивайте. Законодательный. Вы знаете, как у нас ЛДПР готова со всеми сотрудничать. Конечно. Вот такое чувство локтя, товарищ, это приятно видеть. И коммунисты, и все. Продолжайте. Ничего не будет установлено. Программа будет выполняться. Мы продолжаем проектировать объекты социальные и на территории города, и на территории республики. И я думаю, что все коллеги, кто наберет голоса и пройдет Госсовет, должны будут продолжить тот позитивный, конструктивный курс взаимодействия ради развития республики, который на сегодняшний момент А можете что-то более конкретное нашим зрителям сказать, чтобы они понимали, вот здесь откроем, здесь появится и так далее. Есть такие адреса? По городу Сыктывкару. Чтобы не сказали, что опять конечно, общие слова. Конечно, есть. До конца года 2 детских сада в лесозаводе и в Максаковке. На следующий год, значит, 16-17, начало строительства школы в микрорайоне Орбита на 1200 мест. На следующий год открытие самого современного в республике бассейна по всем олимпийским стандартам, значит, построенного в микрорайоне Орбита и так далее. То есть вся программа, она прописана, сроки, ответственные и результат. Ну вот, смотрите, это вы в эфире пообещали зрителям, так сказать, это они будут помнить. А скажите мне, а где слабые места? Вот где действительно, ну, не получается? Где нужно что-то усилить? Вы знаете, я думаю, что, так сказать, есть действительно проблемы с исполнением. Есть проблемы с 94-м федеральным законом, просто с ответственностью и совестливостью порой тех людей, которые выходят на конкурсы и торги. Ну и те вопросы, так сказать, законодательные, которые имеют слабые места, в том числе и по, значит, капремонтам. Мы единственные, кто сейчас вносит конкретные предложения, разрабатывает конкретные механизмы и собирает мнение населения по данному вопросу. Не под выборы, а с мая прошлого года. Этого года. А вот с вашей точки зрения, сможет человек действительно следить за тем, что происходит с этими финансами? Большие деньги идут на этот капремонт. Если посчитать за годы там целиком. Вот вы дадите возможность человеку понимать, где его деньги? Те изменения, которые вносятся, они направлены, которые планируются к внесению, они направлены в том числе и на создание абсолютно прозрачной конструкции в разрезе каждого дома, каждого рубля, каждого взноса. Когда это может появиться? Я думаю, что в течение ближайшего полугода мы эти все инициативы внесем, так сказать, в том числе отработав их с коллегами по следующему созыву Государственного Совета. Это где-то будет написано, все опубликовано? Это уже сейчас глубоко и широко обсуждается, и все проекты будут, конечно же, сформулированы и вынесены еще раз на публичное обсуждение, как, в принципе, все законопроекты наши, все программы и рождаются. Вот знаете, я тогда сам задам вам неудобный вопрос. Вот мог бы, казалось бы, и господин Брагин, и коммунисты могли бы. Вот это у вас есть в печати, и даже глава республики Гайзер сказал, что это будет на особом контроле, будем ругать. Часть чиновников не сработала, не добилась какого-то федерального финансирования. Можно было больше получить, а они не добились на самом деле. Ну это же катастрофа. Деньги можно было получить, а их, значит, не получить. А как наказывать таких? Вот с вашей точки зрения,
Что делать? Я считаю, что, во-первых, каждый подобный факт должен быть рассмотрен персонально. Есть примеры, когда именно по 94-му и по безответственности людей, выигравших и ходящих на конкурс, происходили эти моменты, так сказать, когда нам пришлось возвращать какие-то средства. Если есть вина конкретно взятого чиновника, в любой отрасли, то есть, может, выгонять как минимум надо выгонять как минимум. И опять же, не далее, как на этой неделе, кандидатом на «Единой России» Койден Роман поднял вопрос о персональной ответственности руководителя компании фонда ЖКХ. И опять доведите же, до ума, доведите до ума. Люди будут следить за этим, вы же это понимаете. Конечно. Спасибо большое, спасибо всем участникам. Вот так очень быстро наши полчаса прошли. Друзья, 13 числа выборы решать вам. До встречи в эфире, спасибо.